В Москве завершились гастроли театра Камала из Казани. В Москве их ждали 5 лет. Последние гастроли были 5 лет назад. Наш штаб «Татар Москвы» к театру у нас особо трепетное отношение, так как многие годы мы дружили с Галиной Борисовной Волчек. И еще она тогда нам говорила: в Москве нужен татарский театр. Она нас водила на премьеры, помогала нам с билетами. Также у нас была дружба с Василием Лановым. Он также изыскивал возможность нам билеты наших ветеранов приглашал к себе в театр. И вот результат этих гастролей 6 дней. 6 спектаклей. Это лучшие спектакли. Они были настолько разные. Все они о религии, о семье, о воспитании. И самое главное, вот в этих спектаклях они дали нам понять о нашей истории, о нашем фольклоре, о наших древних обычаях. Поэтому вот многие молодежь сейчас не знают татарского языка. И вот у нас была хорошая возможность пойти туда, в этой постановке, послушать настоящий татарский язык чистый. Ведь татарский язык – это не кухонный язык, это театр, это искусство, это всевозможные мероприятия. Ну, получается, что 6 спектаклей и один уникальный концерт впервые был в Москве. Это оркестр театра Камала. На этот оркестр администрация Камала пошла нам навстречу, выделили нам 30 льготных билетов, и на эти 30 льготных билетов мы повели ветеранов, пенсионеров татарского движения Москвы и также наша молодежь. Мы, активисты, были на каждом спектакле, ну, где-то от 120 до 150 человек. Мы несколько месяцев постили на своих интернет-сайтах вот эти вот рекламу, вот этих вот постановок. Гастроли удались. Везде был аншлаг, каждый день. Спектакли высокого уровня, они и музыкальные, и тематические, и идеологические. Все-таки на сегодняшний день театр Камала – это флагман татарской культуры и татарского искусства. У нас принято, если приезжает театр, например, из Уфы, Гафури или Нур, если приезжает из Казани Тимчурина или Киреева, или приезжают каких-то из Татарстана, там Мензелинский, Тюлечинский, Буинский, Нижнекамский, даже Мущаташи, мы всегда с ними организовываем встречи на площадке штаба татар с нашей молодежью. Но есть и проблемы. Меньше и меньше у нас в Москве люди разговаривают между собой на татарском языке. У нас мало кто пишет сейчас на татарском языке, мало кто читает татарскую литературу. В нашем огромном конгломерате нет детских садов татарских, нет практически школы татарской. Поэтому проблем у нас очень много. И мы этим вопросом занимаемся в мере своих возможностей. Мы стараемся Новый год организовать на татарском языке, Аллагы организовать. У нас в год 15-20 человек женятся. Это происходит, потому что мы создаем татарскую среду. Это выезды на природу, и питболы, и уроки танцев, и тематические мероприятия. И вот люди знакомятся, генетически нас тянет к друг другу. И поэтому создаются эти татарские семьи. И вот этим молодежи, которые создают семьи татарские, многие из них не так хорошо знают татарский язык. Мы нацеливаем их, чтобы они детей своих воспитали, и с детских лет учили детей и в семье разговаривали на татарском языке. Поэтому этой работой мы занимаемся. Но вот этот приезд вот этого театра для нас, которая непосредственно основная наша деятельность в Москве, все 27 лет, это сохранение татарского языка и культуры, для нас это как свежий воздух, как необходимый кислород для нас, это для нас поддержка. В этих спектаклях мы рассматриваем их как идеологический рычаг по сохранению татарского языка и культуры. И поэтому огромное спасибо. Это ведь нужно организовать декорации, приезды, командировки. Все это очень сложно. У нас настолько мы театралы, что даже мы около
служебного входа каждый вечер мы стояли, фотографировались с легендами татарского театра. Вот, кому уже там за 70, за 75 такие люди, мы с ними фотографировались, мы у них брали интервью. И вот два вечера в своем плотном графике, репетиции, молодежь театра Камала, 7 человек, организовали уникальную здесь встречу на площадке штаба татар с нашей молодежью. И вторая встреча у нас была, это ораторского мастерства. Нас Фаниз Зиганша провел здесь тоже очень интересные встречи. Вот у нас в этот приезд было 2 встречи такие творческие на площадке штаба татар, которые нам также очень нужны и необходимы. И спасибо тем артистам, которые приняли в этом участие. Мы с нетерпением ждем повторные гастроли театра Камала. Со своей стороны мы готовы максимум усилий приложить в обеспечении зрителей интернет-ресурса подключения нашего. Как было бы хорошо, если бы эти гастроли были каждый год. Каждый год. В Москве, в Московской области все-таки татар живет много. И вот есть определенная публика, которые именно любят театр, ходят на концерты. Но вот театр особо любят очень многие татары в Москве. К великому сожалению, мы не видели в эти 6 дней, там, может быть, депутатов, Совет Федерации, может быть, мы не видели каких-то вип-персон, ученых, генералов, ответственных чиновников, к великому сожалению. Возможно, они все были, но они были все в шапках-невидимках. Это тоже пожелание нашим друзьям.